Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 8. О Далай-ламах. Часть 43. 13-й, ныне здравствующий перерожденец Далай-лама носит полное имя Агван Лобсон Тубден Джамсо Джигбрал Ванчук Щоглой Намджал, или проще Тубден Джамсо. Он родился в юго-восточной части провинции Уй в 1876 году, и, следовательно, ему в настоящее время, в 1903 году, 27 лет от роду. Лет 7 тому назад он закончил курс богословских наук и получил высшую ученую степень Харамба. Прохождение наук происходило под руководством его старшего учителя или так называемого Йонцзин Ринпоче, что значит «драгоценный учитель», по имени Лобсон Сультим Джамба Джамсо, известного более под именем пурвуджокского перерожденца Джамба Ринпоче, который умер в августе 1901 года, достигнув глубокой старости. Для упражнения Далай-ламы в цан-ницких диспутах к нему были представлены от 7 богословских академий монастырей Брайбуна, Сера и Галдана по одному, Цан-Шабхамбо, в число коих от гаманского до цана Брайбуна попал наш забайкальский бурят Агван Доржиев, которому сильно покровительствовал вышеназванный пурвуджокский перерожденец. Годов 6 тому назад произошла борьба между партиями Далай-ламы и так называемого правителя от казначейства тибетского хана Демоху-Тухты. В этой борьбе победа осталась на стороне Далай-ламы, вследствие чего Демоху-Тухта с приверженцами были обвинены в совершении заклинаний против жизни Далай-ламы. Имущество их было конфисковано, а сам Хутукта посажен в заключение. Он умер затем насильственной смертью, задушен осенью 1900 года. Взявший верх в этой борьбе нынешний Далай-лама, без сомнения, избавился от участи многих своих предшественников, умиравших в самом раннем возрасте. 13-й Далай-лама, по наружности довольно красивый молодой человек и, по-видимому, с твердым характером, так как он проявляет в настоящее время много самостоятельности и энергии в светских и духовных делах Тибета. Он отменил, по крайней мере, на первые годы своего правления смертную казнь, отменил и открытую продажу должностей меры громадной важности. Что касается влияния Далай-ламы как духовного лица, то должно сказать, что он почитается лишь жителями ближайших местностей, а дальние, в особенности жители других провинций, знают его лишь как верховного правителя Тибета. Являясь верховным правителем страны и в то же время будучи верховным ламой, Далай-лама, понятно, мало доступен народу в обыкновенное время, и доступ к нему сравнительно легок лишь для поклонений. Всякий, имеющий какой бы то ни было ходак, может подойти к нему и получить благословение, состоящее в прикидывании непосредственно правой рукой Далай-ламы на голову поклонника и пожаловании шнурка с благословенным узлом. Этот шнурок называется по-тибетски срундут, а по-монгольски зангя. Более сложные обряды поклонения требуют уже внесения известной суммы денег, самые меньшие 5 ланов местных монет. Тогда поклоняющийся подносит Далай-ламе мандала, статую Будды, книгу и субурган, которые как бы берутся на прокат за вышеназванную сумму. Если же поклонник желает поднести Далай-ламе чай и рис, по-тибетски чай сойджа, рис шибрей, то должен внести еще 3 лана, это 4 рубля. Тогда его сажают у подножия трона и дают отведать чаю и вареного риса. Выше этой суммы подношения могут быть различные в зависимости от усмотрения самого поклонника,
Но наивысшим подношением считается так называемый цогбул, то есть поднесение собранию духовенства во время ламского манлама. Это подношение требует не менее 20 или 25 тысяч рублей на наши деньги, которые раздаются всем духовным, 20 тысяч человек. А также подносится самому Далай-ламе вместе с приближенными, как духовными, так и светскими. Так как такие громадные деньги способен подносить не всякий, то цогбул бывает сравнительно редко. В год нашего пребывания в Лхасе его не было. Внешними знаками далай-ламского достоинства, помимо золотой печати, жалуемой императором, служат еще при шествиях первые желтые носилки джоэцзи, слово китайское, по-тибетски джаджок. Второе – желтый зонт, по-тибетски вудук, зонт над головой. И третье – апахала из перьев хвоста павлина, по-тибетски сил-япма бжи-додук. Эти знаки употребляются при парадных шествиях и при второстепенных, по крайней мере, нынешний Далай-лама больше любит ездить верхом, только с желтым зонтом, символизирующим солнечный круг, по-тибетски Йидмэджилхор. Продолжение книги, глава 9. Эпизод из жизни правящего ныне Далай-ламы. Считаем не лишним дать некоторые подробности дела вышеупомянутого Демуху Тухты, которого обвиняли в покушении на жизнь нынешнего Далай-ламы, причем предупреждаем читателей, что передаем лишь слышанное на месте от людей, стоявших далеко от правящих и потому не заслуживающих особого доверия, но в этих случаях отражается народное воззрение на то дело, может быть, воззрение, внушенное правительством. Во время малолетства нынешнего Далай-ламы регентом был гунделинский Дацакху Тухта, но по его смерти около 15 лет тому назад должность эту занял Демоху Тухта, лама лет 30 слишком, происходивший из незнатной семьи. Лишь только он был назначен регентом, особенно сильно обнаружилось влияние на него его брата Норбу-царина, человека крайне корыстолюбивого и не брезговавшего никакими средствами для удовлетворения своих желаний. Норбу-царин, благодаря назначению брата регента, добился значительного положения лабранского распорядителя Лабран-Чанзат. Благодаря этому стал очень близок к государственной казне, откуда он мог извлекать немало доходов. Затем он несправедливо обвинил в чем-то одного тайджи старинного княжества, дома Дарин, и добился его ссылки на окраине, чем освободил для себя его жену, с которой он стал явно сожительствовать, и имел уже от нее детей. Продажность в канцелярии регента достигла высшей степени. Для получения всякой должности и звания устраивались форменные конкурсы деньгами. Такие поступки регента, находившегося всецело под влиянием своего брата, не нравились ни высшим администраторам, ни духовенству, ни народу, и все они стремились избавиться как-нибудь от господства этих братьев. Противопоставить регенту, понятно, можно было только самого Далай-ламу, когда он достиг совершеннолетия. К тому же нынешний Далай-лама оказался человеком очень предприимчивым и энергичным, так что нужна была только небольшая поддержка высших правителей, чтобы он сам начал борьбу с регентом и его клевретами, благо немногочисленными. Сторону Далай-ламы поддержали весьма влиятельный учитель его, вышеупомянутый Пурвуджокский перерожденец, тогдашний Чишабхамбо и старший Галон Шадда. Поводом к обвинению послужило то, что в подошве унтов, подаренных Демоху Тухтой Далай-ламе, были вложены какие-то заклинания, предназначенные для сокращения жизни Далай-ламы. Раскрыть этот замысел
помог Брайбунский Найджун Чайджон, указав по секрету Далай-ламе о грозящей его жизни опасности. Тогда началось следствие. Были посланы чиновники к Демохутухте для опроса о совершенных заклинаниях. Они, из почтения к Утухте и, вероятно, не уверены еще в исходе начинавшейся борьбы, раболепно спросили, не соизволит ли Хутухта знать что-нибудь о совершенных заклинаниях. Тот ответил отрицательно. Допросники возвратились к Далай-ламе и передали результаты допроса. Далай-лама не был доволен таким приемом допроса и велел им отправиться вместе с палачами и допросить с применением пыток, как простого преступника. Хутухта не захотел подвергаться пыткам и принял на себя все обвинения, в которых упоминалось и об участи в них Норбу-Цирина. Очередь дошла до последнего, но никакие пытки и допросы не могли принудить его сознаться. Его стойкость в утверждении своей невиновности создала даже легенду, что, когда били его плетями, он не издал ни одного звука, хотя кровь текла из ран в изобилии. На следующий день, продолжают рассказывать далее, не оказывалось на теле ни одной раны, и он снова подвергался пыткам. Но, несмотря на это, он был отрешен от должности и заключен в особый арестный дом, а Демохутухта заключен в особую комнату в своем дворце. Имущество того и другого было отобрано в казну, но немалая часть его расхищена высшими чиновниками и прислужниками. Летом 1900 года происходило первое путешествие Далай-ламы по знаменитым монастырям Южного Уя, Лхоха. Путешествие это было роковым для его предшественника, так как во время его он был отравлен. Так и на этот раз думали, что еще могут найти сторонники низверженного Хутухты и Далай-лама сделаться жертвой борьбы, но он благополучно совершил путешествие, хотя в монастыре Самья ему пришлось перенести натуральную оспу, свирепствовавшую тогда во всем Центральном Тибете. Неизвестно, Далай-лама ли, убедившись, что народные вожди стоят на его стороне, по совершению путешествия велел тайно прикончить опального Хутухту, или сам Хутухта, убежденный, что у него нет никакой надежды на возврат свободы и власти, счел за лучшее покончить расчеты с жизнью. Но как бы то ни было, осенью 1900 года он оказался задушенным в своем заключении Хадаком и был затем отдан на съедение птицам на погребальном камне монастыря Ербалха. Норбу-Цирин сидел в заключении и во время нашего выезда из Тибета. Конец 9 главы книги и конец 43 части.